happiness is this? Embrace through the arms of unconsciousness. I thought it would be easier. I thought it would be easier. I thought it would be easier. Well, I don't know how I feel, love. But I know that I can feel, love. Can you see, can you see, can you see what you've done to me? Just check out for an hour or two. Let the devil tell me what to do. Oh, can you see, can you see, can you see what you've done to me? I thought it would be easier. 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 I thought it would be
내 이름은 괴물, 내 이름은 죄인, 내 이름은 위선자, 내 이름은 pain. 빌어먹을 죄는 내 이름은 나 아니면 누가 그래 누가 기억해. I got a lot of pain. 인생은 새노래 끝이 없는 거네. 마음속에 공백을 채워가는 요인. 부끄러운 과거 전부 씻어내면 씻어질 수 있기를 하늘에 빌어보네. Oh, 손에 쥐고 있던 모든 걸 내려놓고 나서야 피가 제대로 통해. 고백 담아놨던 모든 것 삶은 눈물색을 이 밖으로 토해. Waterfall 춤을 추는 waterfall. 하늘 위를 나는 듯이 떨어져. I'm a waterfall 춤을 추는 waterfall. 하늘 위를 나는 듯이 떨어져. 고마운 나의 사람들, 생의 모든 인연, 생의 모든 기억 어쩌면 그건 다 기적. 마음을 다 내려놓고 머릿속도 비워. 치열했던 시간들과 따가웠던 시선, 소리치던 내 목소리 코맹맹이 비어. 헝클어진 머리카락처럼 엉켜있는 감정 빗어내고 나가야지. 떨어짐과 동시에 새롭게 시작하는 폭포. That's me. 폭포. That's me.
Приветствуем вас, дорогие друзья! Давайте поблагодарим Марию Петрову и команду Dream is Boss Community за открытие нашей церемонии. 8-й год подряд мы собираемся все вместе в этом зале, чтобы подвести итоги замечательного события – республиканского этапа международного детского конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее». Это конкурс про фантазию и творчество. Это конкурс про то, что каждый из нас, даже ребенок, способен придумывать удивительные вещи. Творчество детей многогранно, от рисунков и сочинений до программы и технических разработок. Вы удивитесь, но очень многое из того, чем мы пользуемся каждый день, придумали именно дети, от калькулятора до зарядки на вашего телефона. Нам тоже есть чем похвастаться. За время существования проекта в Республике Коми было зарегистрировано 14 патентов среди школьников нашего региона. Сегодня мы подводим итоги республиканского этапа. В этом году участие приняло 317 ребят, предоставив 284 работы. Пришло время узнать имена юных изобретателей, придумавших что-то новое, интересное и покоривших сердца и умы экспертов, что оценивали их работы. С приветственным словом и для награждения победителей приглашаем исполняющего обязанности директора Национальной библиотеки Республики Коми Саврасову Наталью Леонидовну. Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, ребята. Очень рада приветствовать вас в Национальной библиотеке. Это так здорово, что библиотека именно собирает людей талантливых, молодых, у которых есть уже появились такие замечательные достижения. 8-й год подряд, и я думаю, что это не прекратится, да, что мы будем продолжать дальше, и каждый год у нас будет выявлять новых и новых талантов, и мы будем награждать достойные работы, вручать подарки. Я думаю, что всем уже не терпится, поэтому я много сейчас говорить не буду. Давайте приступим к церемонии награждения. В номинации «Научно-исследовательская работа. Направление гуманитарные науки» 2-е место занимает Садыкова Евгения, средняя общеобразовательная школа номер 1 города Сыктывкара. Первое место занимают 2 работы Выльгородской средней общеобразовательной школы номер 1 Костнер Иванелли и Сандула Екатерина. Номинация «Научно-исследовательская работа. Направление естественные науки». Дипломом 3-й степени награждается Князева Валерия, село Визинга, Республики Коми. И 3-е место также занимает Чернописская Анастасия, лицей для одаренных детей. Дипломом 2-й степени награждаются Плющ Захар и Чебанов Аркадий, поселок Ясных Сыктывдинского района. Номинация «Интеллектуальные способности. Неограниченные возможности». 3-е место. Морозов Егор, Сыктывдинский район, село Выльгород. Второе место занимает Александрова Валерия, село Выльгород, Сыктывдинского района.
Продолжаем. И первое место Терентьева Карина, Зеленецкая средняя общеобразовательная школа. Благодарим вас, Наталья Леонидовна. Для награждения победителей в следующей номинации с приветственной речью приглашаем заместителя Министерства образования и науки Республики Коми Ибрагимова Руслана Набиулаевича. Здравствуйте, ребята, уважаемые участники, приглашенные. Сегодня мы чествуем очередных победителей и участников республиканского этапа конкурса «Школьный патент». И здесь действительно большие заслуги, которые вы, ребята, достигли, они благодаря исключительно вашим стараниям. Ваш вклад в этом конкурсе, естественно, произошел в том числе и благодаря вашим родителям, педагогам, вашим наставникам. Вы знаете, что 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И такие мои пожелания к вам, ребята, чтобы вы все-таки высказали свои слова благодарности вашим наставникам, вашим учителям, которые вас вели к этой победе, которые вам помогали на этом пути. И будем надеяться, что дальше вы, как уже состоявшиеся личности, будете помогать не только Республике Коми, но и в целом нашей стране в развитии его, в совершенствовании всей той и экономической, и социальной жизни нашей республики и нашей страны. Спасибо. Переходим к награждению победителей в номинации «Изобретение». Диплом 3-й степени получает Мишарина Василиса, Республиканский центр дополнительного образования города Сыктывкара, очки с нагревательным элементом. Диплом 2-й степени Горбунов Севастьян, село Зеленец, дымоотвод. Диплом 1-й степени вручается Дубасарскому Семену, интерактивный светильник в стиле храмов Ижемского района. Номинация «Миллион за идею». 3-е место присуждается Преловой Ксении, Ижемский район, село Мохча. 2-е место Власюк Анна, Усть-Куломский район. Диплом 1-й степени вручается Чупровой Валерии, село Ижма. Благодарим вас, Руслан Набиулаевич. А сейчас, дорогие друзья, музыкальная пауза. Творческий подарок от студии эстрадного вокала «Весна». Гусак Ланна Игулиева Самилла, руководитель Екатерина Александровна Шнейгельбергер. Счастья многого не надо, а ты момент не упускай. Давай. Я не знала, как быть иначе. За собой тебя позвала. Миллионов слов будет мало, я вся для тебя. Клевером из 4 листьев ты вошел, как будто искал. Наизусть в признаниях, мыслях шепчу про себя. Ты всегда успеешь. Нам для счастья многого не надо, а ты момент не упускай. Давай.
всегда успеешь. Нам для счастья многого не надо. А ты момент не упускай. Давай, 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 давай. Можно все забыть и глаза закрыть, но голос, наш голос никогда тебе не позволит. И как бы не пришлось в этой жизни сложно, голос, голос возвращает надежде воздух. Сдаться ты всегда успеешь, да? Но зачем было все начинать тогда? Ты разбитый, мечты увидишь наяву. Придет время, и все проблемы уйдут. Главное, чтоб на душе не было пусто. Фанатики не дают места грусти. Сдаться ты всегда успеешь, но постарайся. Никогда, ни за что не сдавайся. Никогда, никогда не сдавайся. Ни за что не сдавайся. Никогда, никогда, ни за что и никогда. Сдаться ты всегда успеешь. Нам для счастья многого не надо. А ты момент не упускай. Сдаться ты всегда успеешь. Нам для счастья многого не надо. А ты момент не упускай. Момент не упускай. Переходим к следующей номинации «Мастер слова». С приветственным словом приглашаем заместителя генерального директора по связям с общественностью «Лузалес» Нурисламова Азата Рамилевича. Прошу прощения. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые приглашенные. Очень рад присутствовать здесь, рад поддерживать такие начинания юных наших дарований. И, конечно, компания «Лузалес» всегда стремится взаимодействовать тесно в социальном партнерстве вместе с Республикой Коми, поэтому тоже не буду тянуть. Вы молодцы, и на самом деле за вами будущее. Я уверен, что даже мой пример такого молодого человека, да, так скажем, послужит вам примером тоже в жизни. Поэтому еще раз, вы молодцы, спасибо, и Лузалес награждает. Третье место в номинации «Мастер слова» присуждается Волковой Дарье, село Визинга. Также третье место получает Костриков Захар, поселок Кажем, Кайгородского района. Второе место поделили Лубнин Илья и Жигалова Екатерина, средняя общеобразовательная школа села Обьячево. Первое место в номинации «Мастер слова» присуждается Ануфриевой Таисии, село Выльгард, Сыктывдинский район. Спасибо, Азат Рамилевич. Продолжаем церемонию награждения победителей. Следующая номинация «Мастер дизайна». Для вручения наград приглашаем депутата муниципального образования городского округа Сыктывкар от партии «Справедливая Россия», директора КС «Альфа» Андрея Игоревича Булышева. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад, что позвали, очень рад организаторам, что пригласили нас в вручении церемонии награждения победителей в школьном патенте. Мы готовы вручить подарки. Я убежден, что в каждом ребенке есть свои уникальные способности и таланты. Мы будем очень рады их развивать и помогать в развитии каждого таланта, в каждом ребенке. Ну и еще бы хотелось бы на будущий год дать возможность поучаствовать в конкурсе. Мы как представители застройщика даем вам задание о том, чтобы вы нам отрисовали дизайн детской площадки. Я думаю, что это будет очень интересный такой проект.
обязательно рассмотрим его, каждого вручим подарки. Номинация «Мастер дизайна». Направление «Жизнь сказочных вещей в наше время». Диплом 3-й степени получает Колумбова Анастасия, Сыктывдинский район, село Выльгард. Диплом 2-й степени Чичмарева Варвара, город Сыктывкар. Диплом 1-й степени вручается Авиловой Ульяне, город Сыктывкар. Направление техника будущего. 3-е место присуждается Карандышевой Анастасии, село Усть-Кулом. 2-е место присуждается Мяндиной Полине, Усть-Целемский район. 1-е место присуждается Полтавской Анастасии, село Визинга. Направление «Скульптурная композиция. Украшение моего города». Дипломом 3-й степени награждается Ильина Софья, город Усинск. Диплом 2-й степени вручается Тимченко Татьяне, село Визинга. Дипломом 1-й степени награждается Кубелька Анастасия, город Усинск. Благодарим вас, Андрей Игоревич. Участники нашего конкурса самореализуются в различных направлениях. Одно из них – промышленный дизайн. С приветственным словом и для награждения победителей приглашаем ректора Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина Сотникову Ольгу Александровну. Дорогие друзья, позвольте поздравить с завершением регионального этапа «Школьный пакет. Шаг в будущее». И я хочу прежде всего поблагодарить организаторов за эту возможность сделать шаг в будущее нашим детям, а нам посмотреть на то, какая у нас растет замечательная смена, восхититься этим и пригласить в наши университеты Республики Коми. Так уж сложилось, что вне зависимости от того, какой у вас талант в области гуманитарных наук, строительных наук или значит, педагогики, медицины, это все есть в вузах нашего Республики Коми. Приходите, обучайтесь и прославляйте нашу республику. В добрый вам путь! Переходим к награждению победителей в номинации «Промышленный дизайн». Направление «Настольные игры. Интеллектуальные и развивающие». 3-е место присуждается Корольковой Софье, село Выльгард. Лэпбук и кукольный театр по сказке «Колобок идет по следу». Второе место присуждается команде из города Воркута. Николайников Александр и Махов Ярослав. Игра «Земля моя, Коми любимая». Направление произведения декоративно-прикладного искусства. Диплом 3-й степени получает Канева Валерия, село Ижма. Диплом 2-й степени получают 2 работы. Морозова Мария, Дворец творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара, Календарь природы, народные промыслы. И Артеева Ирина, Усть-Ижемская общеобразовательная школа, Юрной, головной убор невесты. Диплом 1-й степени вручается Поповой Елизавете, Выльгардская средняя общеобразовательная школа, картонные фантазии, птица. Направление «Прочие дизайнерские решения».
Его высоко оценили наши эксперты, и здесь 2 первых места. В Саратова Алиса, село Выльгард, подарочный набор мыло-мочалка. И Артеева Майя, село Ижма, коллекция украшений «Тайны реки». Номинация «Промышленный дизайн» в направлении произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства. Диплом 3-й степени вручается Морозовой Варваре, гимназия искусств при главе Республики Коми, роспись стен школьной столовой. Диплом 2-й степени получает Гейшелева Дарья и Красных Полина, село Выльгард, проект водного отеля-ресторана «Эко-Кит». Диплом 1-й степени вручается Голосовой Софье, село Визинга, макет витрины магазина для художников. Направление «Спортивный инвентарь и тренажеры». Работа «Велосипед будущего». Автор Халина Таисия. Занимает 3-е место. Памятными призами Сыктывкарский государственный университет хочет отметить наших старшеклассников. Лисицкий Александр, Морозова Варвара, Попова Елизавета и Халина Таисия. Благодарим вас, Ольга Александровна. Следующая номинация также включала несколько направлений. Для награждения победителей в режиссерском взгляде приглашаем директора Сыктывкарского лесного института, филиала Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова Гурьеву Любовь Александровну. Добрый день, золотые дети, золотые их родители и их учителя. Сегодня у каждого в руках этот замечательный маленький золотой ключик, как эмблема этого международного детского конкурса. Пусть вам удастся найти эту загадочную дверь, чтобы ее открыть в свое будущее. Пусть с вами всегда будут самые верные друзья, рядом родители, и бесспорно не забывайте своих учителей. Очень приятно, что вы свое открытие, свой патент получаете с очень ранних пор. И пусть он у вас все время развивается, и вы подарите и стране, и республике большие открытия. Если вас интересует техническая сторона вопроса, мы с удовольствием ждем вас в Сыктывкарском лесном институте. Мы только вчера получили письмо, в котором было прописано право лесного института начать подготовку по новому направлению. Это электротехника и новые технологии. То есть будем здесь готовить инженеров-электриков, а без электричества никуда. Я готова увидеть этих прекрасных победителей и пожать им руку. Номинация «Режиссерский взгляд», направление «Мультипликация». Диплом 3-й степени вручается Шаповалову Илье, Кайгородский район, поселок Польс. Диплом 2-й степени получает Балясина Варвара, Алексюк Юлия, Троицко-Печорск. Диплом 1-й степени вручается Шашевой Марии, город Сыктывкар.
Номинация «Режиссерский взгляд». Направление «Короткометражное кино». Второе место присуждается командной работе Центра дополнительного образования села Кайгородок Половинкина Валентина, Матвеева Виктория и Логинова Виктория. Первое место. Чурсин Андрей, город Сыктывкар. Сыктывкарский лесной институт пришел с памятными подарками для наших без 5 минут студентов. Семен Дубасарский, Бреславская Юлиана, Чупрова Валерия, Анастасия Чернописская. Благодарим вас, Любовь Александровна. Для награждения победителей в номинации «Интервью о профессии» с приветственным словом приглашаем исполняющего обязанности ректора Коми Республиканской академии Государственной службы управления Сергея Алексеевича Ткачева. Дорогие ребята, уважаемые гости мероприятия, мне, как и, наверное, всем присутствующим, очень приятно здесь находиться. Приятно потому, что сегодня в этом зале присутствует такой, знаете ли, сгусток, да, интеллекта, сгусток творческого мышления. Те ребята, которые не побоялись, во-первых, принять участие в этом непростом конкурсе и дошли успешно до его завершения вот на этапе нашем региональном. Я хочу вам пожелать, чтобы вы не останавливались, чтобы продолжали развиваться, чтобы смотрели вперед, в будущее, потому что то, что вы сделали, это уже очень большой шаг в будущее, и не каждый на это способен. Я вам желаю продолжать, стремиться к лучшему и сделать нашу страну и нашу республику тоже намного лучше. Диплом третьей степени в номинации «Интервью о профессии» вручается Евсикову Роману, Республиканский центр дополнительного образования, город Сыктывкар. Диплом второй степени получает командная работа из Сыктывкара Масунова Арина, Лев Мацкевич и Мария Хорошилова. Диплом первой степени вручается Бреславской Юлиане, село Усть-Кулом. Сергей Алексеевич, просим вас от Академии государственной службы и управления наградить дипломами и специальными призами участников конкурса, которые не стали победителями, но представили достойные работы. Иванцов Руслан, номинация «Изобретение». Ушаков Максим, номинация «Интеллектуальные способности, неограниченные возможности». Номинация «Промышленный дизайн», Лисицкий Александр и Булугина Ксения. Спасибо, Сергей Алексеевич. Поздравляем победителей и желаем, чтобы каждое ваше начинание сопровождалось успехом и признанием. Новых творческих побед, чтобы каждый из вас покорил свою высоту. Поприветствуем победителей и призеров громкими аплодисментами. Особые слова благодарности хочется выразить педагогам-наставникам. Спасибо вам за ваш труд. Вы даете знания, делитесь своим опытом, помогаете интеллектуальному творчеству ребят развиваться и воплощать детские идеи в жизнь. Поздравить педагогов и участников конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее» приглашаем исполняющего обязанности директора Национальной библиотеки Республики Коми Наталью Леонидовну Саврасову.
Дорогие ребята, вас поздравляю с вашей победой, с таким достижением, за которое вы сейчас получили награды. Тем, кто не получил призовых мест, можем пожелать не отчаиваться, работать дальше. Я думаю, что у любого есть потенциал и есть возможность воплотить его в будущем. Те же, кто получил призы сегодня, вам предстоит следующий этап, федеральный. У нас нашу республику всегда наши ребята представляют очень достойно. С каждым годом уровень работы становится все выше и выше, поэтому я думаю, что этот год тоже не станет исключением. Мне хотелось бы поблагодарить отдельно членов жюри, которые принимали решения. Я знаю, как это сложно судить, когда много работы, надо выбрать лучшее, расставить в рейтинге. Это очень непростая задача, и наше жюри достойно с этой задачей справилось. Мне хочется поблагодарить также наших партнеров за финансовую поддержку и за призовой фонд. Наши партнеры – это компания «Лукойл» Ухта-нефтепереработка, КС «Альфа», ООО «Лузалес», компания «Книжный мир», а также вузы нашей республики. Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова, Коми Республиканская академия государственной службы и управления. Отдельное спасибо хотелось бы сказать педагогам, наставникам. Без вас бы, наверное, этот конкурс не прошел на таком уровне, и у ребят бы, наверное, не получились такие замечательные работы. Спасибо вам за ваш труд, за вашу помощь. Желаю вам хороших учеников, хороших подопечных, да, и будущих побед их в разных конкурсах. Ребят, поздравляю еще раз. Желаю, чтобы ваши работы не только побеждали в конкурсе, но и нашли дальше свое воплощение, появились в нашей жизни, и чтобы вы больше сделали новых, красивых, полезных вещей. Всем спасибо. Просим уважаемых педагогов-наставников выйти на сцену. Авилова Вероника Сергеевна, Ануфриева Анастасия Геннадьевна, Бакуменко Елена Витальевна, Бобрецова Анна Сергеевна, Виноградова Роза Викторовна, Витязева Ирина Альбертовна, Власюк Елена Юрьевна, Вологжанина Лариса Николаевна, Голдобина Татьяна Владимировна, Голосова Ольга Николаевна, Гриффенштейн Анастасия Николаевна, Гулакова Таисия Николаевна, Ермакова Оксана Владимировна, Ермолина Галина Петровна, Жигалова Юлия Николаевна, Сбицкая Елена Андреевна, Зварич Роман Николаевич, Канева Ольга Викторовна, Кожевина Дина Георгиева, Костнерева Мария Валерьевна, Лейком Оксана Николаевна, Логинова Алена Николаевна, Ладыгина Татьяна Альбертовна, Назаренко Марина Сергеевна, Нехорошева Людмила Владимировна, Осипова Юлия Сергеевна, Пахомова Лариса Мирославовна, Полякова Наталья Владимировна, Попова Августа Серафимовна, Рочев Сергей Алексеевич, Сандула Ольга Александровна, Соколов Сергей Михайлович, Твардовская Ирина Владимировна, Третьякова Наталья Борисовна, Третьякова Татьяна Васильевна, Ушакова Марина Владимировна, Филева Светлана Николаевна, Хозяинова Елена Алексеевна, Хозяинова Яна Андреевна, Шаповалова Евгения Валентиновна, Шашева Наталья Сергеевна, Шмелева Юлия Николаевна и Юшкова Галина Васильевна. Дипломы за подготовку победителей педагоги могут получить после мероприятия. Сертификаты участникам и педагогам конкурса будут высланы на электронную почту. Дорогие друзья, церемония награждения победителей конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее» объявляется закрытой. Но мы не прощаемся с вами, а говорим вам до новых встреч. Просьба всех участников и их руководителей собраться для коллективной фотографии.
Дорогие друзья, давайте соберемся для общей фотографии.